есть руководитель? Отлично. Кать, вы последние. Тимур, а кто даст Почему?
Улица скучала, улица скучала. Городу проснуться пора. Музыка звучала, эта музыка звучала. До утра. И четверо парней из нашего двора, старенький диван, на стене гитара, видят свой последний детский сон, свою первую песню, песню о том, о том, что ты опять сегодня одна, что ты до сих пор влюблена. О детских слезах в подушку, о тех словах, что не скажешь подружке. Песни у окна. И четверо парней из нашего двора, на окном беседка, плач, гитара. И о чем же был последний детский сон, о чем первая песня, песня о чем? О том, что мы с тобой знаем секрет, храним его вот уже столько лет, что если войти в наш старенький двор, там звучит до сих пор, как четверо парней из нашего двора, под окном беседка, плач, гитара. И о чем же был последний детский сон, о чем первая песня, песня о чем? И четверо парней из нашего двора, под окном беседка, плач, гитара. И о чем же был последний детский сон, о чем первая песня, песня о чем? Всем огромный привет! Добро пожаловать на Акмулинский квартирник. И с вами сегодня я, Дамир Лукманов, и Лукманов Трибьют. Всем привет! Ну что ж, народ, я думаю, что все те, кто сейчас смотрит наши трансляции, исключительно завидуют тем, кто находится непосредственно здесь, в концертном зале второго корпуса Башкирского государственного педагогического университета. Но, ребята, не переживайте, потому что мы все вместе объединились для того, чтобы отметить День студента. Приурочена сегодняшняя программа именно этому событию. И я знаю, что это уже не первый квартирник, но сегодня вы просто посмотрите, во что превратили и без того красивую сцену концертного зала, но сегодня просто обалденная здесь атмосфера. Все, что будет происходить здесь на сцене, будет происходить с участием студентов, уже
известных людей нашего города, которые являются выпускниками, которые прославляют педагогический университет уже давно и далеко за пределами этих замечательных стен. Всем тем, кто смотрит нашу трансляцию, обязательно участвуйте в розыгрышах. Мы будем разыгрывать классный мерч, который приурочен к юбилею университета. Специальные посты будут появляться и уже появляются в трансляции. Добро пожаловать в наши розыгрыши в группе ВКонтакте Департамента по воспитательной работе и молодежной политике. Кроме того, наши гости также будут приходить не с пустыми руками и будут задавать определенные вопросы, разыгрывать приятные призы. В комментариях по трансляции пишите, передавайте свои приветы, и по возможности мы их будем зачитывать. Самые прикольные, самые интересные, самые креативные. Я бы мог сказать, что сейчас мы переходим к представлению гостей, но как этого человека назвать гостем в стенах педагогического университета, я, честно говоря, не знаю. Я буду называть его гостем всего лишь сегодняшнего квартирника. Прямо сейчас взорвется аплодисментами наш зал. Мы приглашаем председателя Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректора Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулы. Встречайте, Салават Талгатович Сагитов. Так, ну что, я могу сказать, я слегка волнуюсь, несмотря на то, что, Я тоже, скажем не так, переживайте, я да, тоже волнуюсь. в роли ведущего-то мне не привыкать, собственно, вот. Но в роли интервьюера ректора педагогического университета здесь вот у меня дебют. Так, во-первых, проявляю гостеприимство. В конце концов, мерч тоже нужно, да, нам Спасибо. пиарить. Так, ну, как настроение вообще? Я думаю, что... Юбилейное настроение. Да, если кто-то считает, что День студента отмечают только студенты, но это же неправда. День студента отмечают только студенты. Но студенты, которые и сегодня, и которые были когда-то студентами. Поэтому День студента отмечает очень большое количество людей разных возрастов. Те люди, которые в сердце несут дух Все, студенчества. многие были студентами, и поэтому, конечно, с тоской, с ностальгией вспоминаешь те беззаботные, как оказывается сейчас, дни, хотя, когда сам был студентом, казалось, что нет ничего сложнее сессии, там, экзаменов, зачетов, а сейчас понимаешь, что это одно удовольствие быть студентом, и, конечно, глядя на молодое поколение, смотришь на них, радуешься, потому что у вас, ребята, еще впереди вся большая, широкая дорога вашей жизни, по которой вам, дай бог, предстоит пройти. Нет, ну чего уж говорить, вы-то себе студенчество, скажем так, продлили, потому что непосредственно в студенческой атмосфере, я не могу даже сказать, приходится работать. Я думаю, с удовольствием вы это делаете. Мы пытаемся, чтобы здесь с удовольствием ребята и учились, и развивались, и для этого, в принципе, мы и работаем. Я, как выпускник педагогического университета, ну, во-первых, поздравляю с грядущим событием, да, потому что я правильно понимаю, что весь 2022 год конечно, у нас будет в педагогическом университете обусловлен так или иначе тем, что прекрасному вузу уже 55. 18 января официальная дата. Мы отметили ее. Приказ Министерства просвещения РСФСР 55 лет назад вышел. Ну и ставит этот приказ и эта цифра, 2 пятерки перед нами, большие задачи на 22 год. Что приказали? Долго и счастливо? Приказали хорошо и здорово, главное. Ну, очень хочется на самом деле не уходить в удаленку, очень хочется, чтобы и студенты, и наши коллеги, профессорский преподавательский корпус были здоровы, очень хочется, чтобы мы вернулись уже наконец к той нормальной жизни, студенческой, преподавательской, к которой все привыкли, потому что действительно эти 2 года немножко так, не очень комфортно. Чего уж говорить, темп сбивают все-таки, да, вот эти моменты. Я предлагаю, перед тем, как мы перейдем к обсуждению новых проектов на 2022, может быть, мы каким-то образом сейчас как раз и воодушевим тех, кто смотрит нас в трансляции. Воодушевить только одним. Во-первых, я искренне всех акмулинцев, всех тех, для кого слово «башкирский педагогический» значит что-то или значит многое, для всех тех, кто учился, сейчас учится, для тех, кто работал или сейчас работает, для тех, кто, может, планирует учиться или работать, я всех поздравляю с юбилеем нашего прекрасного университета. Мы за эти 55 лет достигли многого, достигали этого несколько поколений руководителей, ученых, профессоров, студентов. И наша задача теперь как минимум не подвести, а так сделать все, чтобы мы и сейчас находимся в таком
серьезном уровне признаемся одним из лучших педагогических вузов России, и задача стать лучшими. Я думаю, что все шансы для этого есть. Ну, мы будем стараться. Ну, давайте, раскрывайте секреты. Может быть, уже не секрет, может быть, я не столь Ну, активно и внимательно слежу за жизнью вуза. Что у нас на 2022? Да? Сегодня же уже 27 января, и ребята уже получили стипендию, те, кто ее получает. И первый секрет, который мы там достаточно долго хранили, это в честь 55-летия нашего университета к январской стипендии, кто получает, и еще они получили дополнительную базовую стипендию, поэтому я думаю… 13-я стипендия, что ли, получается? Она 1+1, давайте так. И такой звук денежки падающий. Да. Это сюрприз? Это сюрприз? Это Ну, сюрприз? Надеюсь, для тех, кто получил на карточке, это был сюрприз, да. Здорово. Второе, наверное, но на самом деле очень хочется, наш университет всегда славился тем, что мы были активными. Наверное, самые активные студенты, это были студенты педагогического университета. И очень хочется вот эту активность, чтобы она еще дальше продолжалась. Ну и раз Акмолинский, тут мы придумали, наверное, такой проект «Активный Акмолинский университет» или «Активный Акмолинский студент». И вот мы посовещались с нашими коллегами и решили, что вот на нашей загородной базе мы для 100-150 самых активных ребят будем проводить в этом году для них бесплатно тематические такие сборы, семинары, где смогут они и отдохнуть в летнее время или весеннее-летнее время. И самое главное, наверное, встретиться с интересными людьми и получить дополнительные навыки. Но это вот для самых активных ребят нашего университета, как бы вот решили такие заезды мы начать организовывать в этом году. Еще раз говорю, очень надеемся, что позволит и ситуация. Ну и еще одно, опять-таки, самое большее количество людей у нас, наверное, входит в штаб студенческих отрядов, немножко без дома, без квартиры, без квартирника был этот штаб в последнее время. Вот мы изыскали возможности, в 3-м корпусе у них будет сейчас свое помещение. Надеюсь, они нас в гости тоже будут, как и вы, приглашать. Я думал, стройотряды сами себе построят. Не студенческие отряды, не строй. Ну и вот сейчас у нас в этой студии, импровизированной, да, студии, работают пока приглашенные телекомпаниям, да, на аутсорсинге, что называется. Ну, это наш последний совместный проект, потому что дальше, я так понимаю, вы будете плыть самостоятельно. Потому что, да, нам очень хочется. Мы в прошлом году студию студенческую уже организовали как таковую, да, вот она уже построена, и несколько даже прямых эфиров на одном из телеканалов наших центральных было, уфимских. И вот надеюсь, что в ближайшее время мы закупим уже и цифровое телевизионное оборудование, световое оборудование, что позволит нашим ребятам уже не так сказать, с аналоговыми камерами работать или какими-то там микшерными пультами, а уже на самом современном оборудовании. Поэтому, опять-таки, информация же сейчас все, значит, и мы хотим, чтобы информация была качественно представлена, нашего вузовская, и вовремя. То есть тиктоки студентов педагогического университета выходят на абсолютно новый уровень. А что такое тикток? Меня там нет просто, понимаете? Ну, я думаю, что 55 лет для вуза – это юный возраст. Вы еще обязательно нагоните. Да, касаемо новых проектов в 2022 году, ну вот я вот вижу, да, у себя в списке культурный Акмолинский, Акмолинский онлайн, это о чем мы говорили, и здоровый Акмолинский. Ну вот здоровый Акмолинский, это в том числе вот это наши выезды. А культурный Акмолинский, на самом деле, хороший проект, великолепный проект, который придуман не нами, называется «Пушкинская карта». И хотелось бы, чтобы побольше ребят, или чтобы все ребята использовали по максимуму возможности, предоставляемые вот этим проектом. И мы решили, что ряд, опять-таки, там, давайте обозначим цифру, 55 ребят мы направим, которые готовы будут воспользоваться Пушкинской картой, направим в музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, интересные музеи, чтобы они смогли повысить свой культурный уровень, познакомиться, прикоснуться к высокому, к прекрасному. Слушай, ну это же здорово. Я надеюсь. Вот, потому что в мое время, когда я был студентом, мы ездили на гору Мраткино кататься на горных лыжах. Вот как-то музеи нас обошли стороной. Ну, время, наверное, было такое. Но мы, кстати, и без Пушкинской карты, в прошлом году до Пушкинской карты еще для всех первокурсников, это у нас мы ввели такой предмет, он называется «Акмоловедение»,
где мы говорим, кто такой Акмула, где мы говорим, что такое БГПУ, где мы говорим, что такое Башкортостан, что такое наша страна. А в рамках практических занятий по этому предмету обязательно посещение музея Нестерова и наших театров. То есть это кроме пушкинской карты, наши первокурсники еще этим могут спокойно воспользоваться. Это здорово. Ну, потому что надо приобщать. Надо приобщать. У нас много ребят не из Уфы, которые даже могут не представлять, какие ценности есть даже в нашем городе, в наших музеях, в наших театрах, какие постановки есть. Поэтому это очень важно, потому что если мы говорим, что мы педагогический университет, и большинство наших студентов по педспециальностям, это значит очень грамотный, развитый человек должен быть, всесторонний. Вот к чему точно я знаю не понаслышке приобщен студент педагогического университета, так это культурной и творческой жизни. Это да. Вы не представляете, насколько слава педагогического университета гремит далеко за пределами, я имею в виду именно творческую составляющую, насколько студенты различных вузов завидуют внеучебной, скажем так, программе. Вот скажите, в чем секрет? Потому что на уровне Уфы и республики в целом педагогический университет – это уже такой бренд. А потому что у нас ребят, студенты такие, тут секрета нет. Сюда приходят лучшие студенты, которые хотят выразить себя, показать себя и поучиться у других. Наши ребята умеют и слышать, и слушать, и показывать. Они все умеют. Залог удачного шоу, когда не нужно подкладывать аплодисменты, когда они звучат искренне, в тот самый момент, когда вызывают определенные правильные праздничные Единственное, эмоции. печально немножко, грустинка, не печально, грустинка, что в зале очень мало у нас сегодня зрителей, но есть указ главы, не более 30 человек, мы его соблюдаем, конечно. Ну, ребята, держитесь, нормально? Да, Дайте надо шоу. Надо держаться. Но вы на самом деле достаточно скромно заявили о том, что вот студенты уже такие талантливые приходят, но таланты еще раскрыть нужно. Поэтому я вот просто, как теперь уже сторонний наблюдатель, говорю вам огромное спасибо за то, что даете возможность студентам проявлять Если себя. студент не захочет, там не раскроешь. Я говорю, просто студент хороший. И с ними хочется работать всем. Это верно, это факт. Сегодня, кстати, вот на этой самой сцене будут появляться и студенты, и выпускники. В общем, сегодня у нас много творчества будет музыкального. Это Вот. хорошо. И в том случае, если уж с прямыми эфирами вы сами справитесь, то на музыкальную часть нас зовите обязательно. Хорошо, спасибо. Так, ну что, мы не будем подводить итоги уходящего года, вы уже давно их подвели, но я знаю, что, опять же, в 2021 году прошло много всевозможных мероприятий, в которых участвовали студенты, один из которых это фестиваль авторской песни и поэзии «Альма-Матер», где внутри вузовском этапе приняло участие более 45 участников. Это действительно такая, может быть, даже чуть-чуть с ностальгией тематика авторской песни. Да? Она, наверное, была более присуща студенчеству 70-х, 80-х, грушинские фестивали и так далее. Сейчас... Ну, когда сложно было достать что-то больше, чем гитара. И, может быть, и направлений в музыке было не так много, как сейчас известно. Сейчас, может быть, ребята не так активно в этом принимают участие. Я благодарен Рамилю Бадамшину, организатору фестиваля «Альма-Матер». Он выиграл грант соответствующий. Мы с Советом ректоров республики его поддержали. И на самом деле там участвовали студенты всех наших вузов города Уфы. И мне очень приятно, что и студенты нашего Акмолинского университета не просто приняли участие, а достойно себя показали. Ну вот Рамиль Бадамшин не заканчивал наш университет, а так мы его, наверное, позвали на вручение той самой гитары, которую Рамиль учредил дипломанту финала фестиваля студентов второго курса Института педагогики Георгий Никитин. Мы приглашаем его на сцену для того, чтобы из рук Салавата Талгатовича получить гитару. Я, во-первых, тебя поздравляю. Вот по поручению Рамиля передаю тебе эту гитару. Надеюсь, что ты... Что такое гитара в руках человека? Гитара, да и вообще вот у нас ребята группа. Это же не просто они взяли, да, встали и начали играть. Должен быть драйв, должно быть чувство ритма. А когда ты особенно играешь не один, а в команде, это значит, ты должен и опять-таки слышать других, и чтобы твое соло тоже было слышно. Поэтому, ну и в жизни, чтобы было место мелизмам, чтобы получать удовольствие от жизни, от всего. Поэтому я тебя еще раз поздравляю, благодарю. Салават Талгатович, спасибо. Гитара нашла своего законного теперь владельца. Гош не в общаге живет случайно, не в общежитии? Нет? Нет. Ну ладно, а то я думаю, что о наличии гитары в комнате в общежитии обычно знает, ну как минимум весь этаж выше, этаж ниже. Прямо сейчас я предлагаю вам вручить специальные сертификаты
Ох, какие там будут сертификаты. Вообще, цифра 55, Ну, красивая она, цифра, да, она согласитесь. прямо ею Ну, давайте пронизан до будет год. сертификатов я все же еще одну историю расскажу, а потом вручу сертификаты. Конечно. На самом деле мы к 55-летию вуза вот учредили несколько сертификатов по 55 тысяч рублей, а дальше будем вручать. Но еще одна история от ректора, и кто угадает ответ в конце передачи, я организаторам попозже подскажу, что-нибудь, наверное, от ректора, какой-нибудь приз мы тоже специально еще учредим. Я думаю, что прямо сейчас всем тем, кто смотрит в трансляции, делайте погромче, слушайте внимательно истории от ректора и вопрос, да, будет? Да, история Хорошо. и вопрос. Ну, так получилось, что когда я был студентом, я тоже занимался не только учебной работой, но больше внимания, наверное, чуть-чуть науке уделял еще и участвовал в различных научных конкурсах студенческих работ. Так получилось, что в 1998 году это был третий, по-моему, конкурс студенческих работ молодых студентов, молодых ученых Башкортостана. Я был его победителем, а на следующий год, на 1999 год, победителем этого конкурса стал мой одногруппник. И мой одногруппник в качестве приза получил вот от этой общественной молодежной организации поездку в Германию. Вау. Да. И у меня вопрос. А какой приз я получил как победитель 98 года? Я думал, вы скажете, что было дальше. Нет. Дальше, надеюсь, все хорошо. Просто мне интересно фантазия. Да, вот он уехал в Германию, а мне что же досталось годом ранее? Это был поощрительный приз, да? Какой? Не поощрительный, это был годом первое ранее? Это годом ранее. То есть я в 98 году этот первое место занял, он на год позже. Вот через год он уехал в Германию. А что же, у меня же какой был приз? Хотя бы подсказка. Годом позднее увеличился бюджет по подарку или уменьшился? Увеличился. Отличный вопрос, Да. и мне кажется, есть о чем подумать сейчас. Добро пожаловать в наш розыгрыш. Ищите соответствующий пост в группе ВКонтакте. Ну, а мы теперь переходим призы, да. к вручению великолепных сертификатов. Номинал 55 тысяч рублей ВУЗ подготовил для студенческих объединений. Мы приглашаем студенческие советы общежитий под громкие аплодисменты на нашу сцену. Здрасте. Громче! Первое общежитие. Но первое общежитие мы в этом году даже отремонтировали. Да, вот сейчас завершили ремонт 2 этажей. По сути дела, первое общежитие за эти вот там 3-4 года у нас полностью мы его сделали. Я надеюсь, что студентам там будет житься хорошо, весело и тепло. Второе общежитие тоже 2 этажа у нас в ремонте, они завершены. И в ближайшее время ребята туда заселятся. Надеюсь, тоже оценят. Третье общежитие, оно неплохое, но мы обязуемся в ближайшие годы тоже присмотреться более внимательно. 4, 5, 6 это самые модные, у них там все свое, там нет, они не коридорного типа. А здесь могу сказать, что мы в прошлом году провели большую работу, это 9-этажки наши, и мы сделали проектно-изыскательские работы, и сейчас вот активно взаимодействуем с нашим учредителем, Министерством просвещения, чтобы в этом году одну из этих 5-этажек приступить к капитальному ремонту. Ну, стоимость капитального ремонта где-то 250 миллионов, я надеюсь, что нам это получится в этом году одно общежитие взять, а потом еще последующие годы также эти 3 наши большие 9-этажки привести в должный вид, который хочется и вам, дорогие ребята, и нам хочется, чтобы там было все классно. А пока так. 5. Вам вообще хорошо. 5 общежитие, 55. Лучшее Здорово. общежитие, лучшее. Вы там жили, Коммунистическое видимо, да? 22А, я помню. 6 общежитие. Ну и 7 это наши младшие, да, это наш колледж, но они все равно наши, и мы их очень любим. Ну что ж, громкий аплодисмент, запечатлели момент. Теперь главное в общежитии — соблюдайте все меры безопасности. Также в масках, друг другу мало общаться, в комнате не разговаривать вообще друг с другом. Пришли домой, отвернулись и спать. Все. И ковида не будет тогда никакого. Договорились? Вот они еще говорят, да. Спасибо, ребят, спасибо. Общежитием своим огромный привет. Мы двигаемся далее и прямо сейчас приглашаем студенческие советы институтов, факультетов и колледжа Акмулинского университета. Под аплодисменты.
Студенческий совет нашего... Ну, у нас все факультеты прекрасные, все факультеты интересные. Если вдруг кто-то еще не знает, когда только организовывался Башкирский государственный педагогический, тогда институт, у нас было всего 3 факультета. И сейчас у нас уже, ну, если факультет плюс институт, их 10. Ну вот, наверное, наиболее известные всему миру выпускники, они из факультета, с института теперь физической культуры и здоровья человека. Ну вот один из наших выпускников сейчас находится, и у нас поздравил, большое ему спасибо, Эдуард Латыпов, сейчас находится в период подготовки к Олимпийским играм. Я очень надеюсь, что мы в ближайшие дни, недели будем за него радоваться и будем радоваться за наш университет, за наш город, за нашу республику, потому что, ну, Эдуард действительно в этом году выступает очень классно, и дай бог, чтобы у него получилось на Олимпиаде. Давайте пожелаем Эдуарду удачи, а сертификат вручим нашему институту физкультуры. Но не менее известные выпускники у нас на худграфе, 40, так, университету 55, худграфу, значит, 47, по-моему, лет в этом году исполняется, или исполнилось уже. Там, ну, сегодня, если взглянуть на свет лучших художников республики, и не только, это все выпускники худграфа БГПИ. Ребят, продолжайте эти традиции. Один из факультетов, который не менял свое название 55 лет. Вот он образовался 55 лет назад, естественно-географический факультет, и сегодня он в таком же существует названии, но состояние, конечно, другое. Опять же таки, недавно буквально, кто смотрел репортажи, видел, то оборудование, которое сегодня там есть у нас на факультете, позволяет говорить о высоких технологиях, о большой науке. Ребят, вам удачи и самых лучших достижений. Самый, наверное, большой факультет, и на этот факультет сложнее всего поступить, это Институт филологического образования, межкультурных коммуникаций. Великолепные студенты, лучшие переводчики, русисты, и англичане, французы, немцы. Это все вот про этих скромных ребят. Удачи вам! Это сложно даже для меня. И вообще с аббревиатурами тяжело. Но Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования тоже, ну, опять же таки, очень значимый факультет, а когда-то начиналось все с одной общеинститутской кафедры, когда 55 лет назад это была, да нет, 2 кафедры, кафедра философии, марксизма, ленинизма, и вот теперь это большой такой у нас факультет. У вас обновленное здание, мы постарались к 55-летию сделать ремонт, и я надеюсь, что в ближайшее время мы откроем все уже аудитории в 5-м корпусе, и там будет и тепло, и уютно, и самое главное, по-современному все. Ну, это вообще самые умные, это Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Я думал, нет, оказывается, не один парень, я думал, один, что ли, только парень, нет. Но на самом деле очень интересный факультет, очень много самых разных направлений. И самое главное, с нами считаются, со школами и математики, и физики, и цифровых технологий, а вам тянуться за вашими преподавателями. Ну, это опять-таки наши младшие, это наш колледж. Но когда кто-то позволяет к колледжу относиться, ну, это колледж. Ребята, в колледже 1800 студентов, это больше, чем практически на любом другом факультете. Они, если что, они, может, помладше, но если что, возьмут массы. Поэтому аккуратнее, берегите и охраняйте своих младшеньких. Это очень серьезные ребята. Они одним взглядом могут убить. Это факультет психологии. Тут все сложно, но я надеюсь, опять-таки, что и обновленные стены, которые у вас появились, да, и самое главное, вы учитесь работать с душами, и вас учат работать с душами, позволит нам чуть стать добрее всем. Потому что, ну, тяжело, вот опять-таки, в такой ситуации с пандемией, а вы нам должны помогать. Факультет башкирской филологии. Видимо, да, я так понимаю, тоже достаточно молодой факультет, но придется тянуть эту лямку, а мы еще на этом факультете буквально через несколько дней открываем Центр башкирского фольклора. Вы там будете первым, я так понимаю, его научным учеником. Ну и Институт педагогики, это тоже один из самых больших наших факультетов, ну и это остов нашего педагогического образования в нашем университете.
много разных кафедр. Самое главное, все они достаточно современные. Самое главное, ребята там тоже очень хорошие, как во всем нашем вузе. Это вам. Все вроде, факультеты, все институты, всем все раздали. Осталось только решить, можно ли им доверять такие деньги и спокойно отпустить их со сцены, или будем приглядывать. За ними не надо приглядывать, сами за кем захочешь, они приглядывают. Под аплодисменты, ребят, да, давайте, прошу. ребят, удачи прошу, вам всем. занимайте свои места. Слава Толгач, у меня вот единственное только сомнение, мы уже упомянули студенческий актив Акмулинский. Мы уже похвалили их. Мы? Да. Я же сказал, активный Акмулинский. Мы что, естественно, Все, похвалили. мы их похвалили. Да. Просто очень важно, что те люди, которые проявляют максимальную активность, Конечно. чтобы не остались у нас вне софитов. Нет, я говорю, вот для них и лагеря будем организовывать вот эти вот. Это прекрасно. Ну что ж, жму вам руку. Спасибо. Большое вам спасибо. удачи, всем организаторам этого квартирника. В прошлый раз, когда у нас был квартирник, было более 5000 просмотров. Но я думаю, это не самое главное количество просмотров, хотя сегодня это тоже почему-то решает. А главное, что даже вот в это непростое время, когда, увы, еще раз говорю, мы не можем собраться все в этом зале, но мы можем объединить вокруг экранов телефонов, гаджетов, телевизоров, мониторов большое количество тех, кому дорого слово Акмулинский университет, кому дорог Башкирский педагогический. Всех с прошедшим Днем студента и с наступившим юбилейным годом для нашего университета. Спасибо. Ну и группе Лукман отдельно спасибо, ребят. Спасибо огромное, спасибо. С Днем студента, Все. с юбилеем. Счастливо всем. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо за аплодисменты. Прямо сейчас привлекаем ваши взоры на нашу сценическую площадку. Не могу сказать, что она импровизированная, подготовленная, украшенная. И посмотрите, кто на сцене прямо сейчас, студентка 3-го курса, Настя Губина. Полон солнцем город, ветер поднял ворот и отнес куда-то, шаг на юго-запад рассеял им тучи. Ирландский кофе солнца, забитый город сердца, вдруг что-то изменилось, скорее сердце забилось, коснуться рукавом. Обернись, я тебя замечу, улыбнись, я тебе отвечу. Кто знает, быть может, с этой встречи новый свет, новый блеск, новый мир. Подойди, начнем мы про погоду. Впереди другое время года. Кто знает, быть может, слишком модно. Такой свет, такой блеск, такой мир. А дальше по бульварам городским мы старым сумолку болтали, как будто вечно знали друг друга. Искали. Ночь бы, часы пробили полночь, и в поцелуях тая, все о тебе мечтая, не проснуться. Только вы. Обернись, я тебя замечу, улыбнись, я тебе отвечу. Кто знает, быть может, с этой встречи новый свет, новый блеск, новый мир. Подойди, начнем мы про погоду. Впереди другое время года. Кто знает, быть может, слишком модно. Такой свет, такой блеск, такой мир. Обернись, улыбнись. Новый свет, новый блеск, новый мир. Подойди, начнем мы про погоду. Впереди другое время года. Кто знает, быть может, слишком модно. Такой свет, такой блеск,
Открывайте скорее мой микрофон. Настя, ну классно. Во-первых, тебе привет из комментариев под трансляцией от Лауры. Красиво поет девочка. Спасибо Как тебе? большое. Слушай, я тебя объявлял как студентка 3-го курса, но не сказал, Да. не сказал, с какого ты факультета. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Это вот те самые сложные Да-да-да. аббревиатуры, да. Это мы. Хорошо, ты, пожалуйста, не уходи, потому что у нас на очереди гость. Ну, давайте такую короткую информацию. Во-первых, закончила социально-гуманитарный факультет она, да, выпускница. Мама замечательных близняшек и по совместительству социальный педагог гимназии номер 82. Под аплодисменты давайте поприветствуем Светлану Моцартову на сцене Акмулинского квартирника. Heal me now. Так, ну привет. Привет. Я буду делать вид, как будто мы видимся с тобой сегодня впервые, конечно же, Да, мы виделись. такую интригу мы держали. Да, мы виделись и на саундчеке, на репетиции, ты, безусловно, еще выйдешь на эту сцену. Прям но- решил разбазарить события сразу, да? Да, я, ну, для того, чтобы, во-первых, все увидели, о, что-то красивое, да, вот, смотрите-ка, да, еще дальше будет продолжение творческое. Поэтому следите за трансляцией. Так, давай, смотри, что я о тебе знаю. Экс-руководитель студенческого объединения «Байрам». Да, именно так. Учебно-научно-методического центра. Так вот правильнее, Вот да, так будет? правильнее будет. Ну, так, хорошо. Что же за центр такой? Расскажи, чем вы занимались? Мы Он занимались... же существует до сих пор, Он до правильно? сих пор существует. Я надеюсь, что он будет процветать, потому что, ну, мне кажется, что когда он открылся, это было новое движение. Тогда еще такого яркого движения волонтерства не было, и мы со студентами выезжали в больницы, Так. в республиканскую больницу, 22-ю больницу, и делали праздники, концерты небольшие, аниматорскую программу с детками, которые долго пребывают в больнице, особенно без родителей, для того, чтобы скрасить их время, ну, такое не самое приятное, мы делали программу, и, конечно же, еще мы заходили в онкологические отделения. И, наверное, для наших студентов и для меня лично это было удивительный рост себя как личности, когда ты смотришь на этих деток, как они борются, как они при всем при этом улыбаются и радуются таким мелочам, что приехали какие-то неизвестные ребята, что-то с нами играют, что-то там песенки нам поют. И мы так 3 раза в год ездили на начало учебного года, на Новый год и на День защиты детей. И когда я уже была на 3-м курсе, мы открыли еще одну дорожку центра Байрам, мы ездили в колонию для несовершеннолетних. Да что ты говоришь? Вот так вот, да, Вот неожиданно. Это такое достаточно мощная прокачка, да, педагогических скиллов. Конечно, потому что изначально само это учреждение страшит. Потом где-то загадка раскрывается, что на самом деле там ребята, которые в какой-то момент сделали ошибку, но они все равно имеют право на после выхода какую-то жизнь, которую можно построить и начать жизнь с чистого листа. Но вы Вот вообще так. рассчитывали, нет, когда вписывались, скажем, вот в эту, ну, скажем, можно же назвать это общественной какой-то деятельностью, да? Конечно, но мы понимали, знаете, я всегда считала, вообще с 11 класса была волонтером одного из центров, так называемых организаций, помогала беспризорникам. Мы ездили по улице, кормили ребят возле Макдональдса, когда они на проспекте в Макдональдсе, они всегда мыли фары, им какие-то денежку, какие-то копеечки давали, мы ездили кормить Вы этих останавливали ребят. автомобили и сказали, так, быстренько фары протерли за полтинник. Нет, мы наоборот приходили, кормили этих ребят, потом спрашивали вообще, почему вы оказались на улице. Разные были истории, начиная от того, что неблагополучная семья, и это единственная возможность покушать. Да, у этого ребенка. Кто-то связывался с дурной компанией вот так вот на улице. В общем, разные были Кто-то истории. связался с вами. И, кстати, кто-то исправлялся. И сейчас на моей практике это не только мое достижение, но моя радость, что я знаю ребят, которые были на улице, которые проживали долгое время на улице, пыхали клей, ужасно, в общем, вели себя, а сейчас это крутые ребята, которые также помогают, которые слетали в Африку и провели там для детей африканских заезды, побывали, сходили в армию, в общем, классные, клевые пацаны. Это очень-очень, ну, скажем так, мощное, мне кажется, было погружение.
Но меня впечатляет. Когда я поступала на социально-гуманитарный факультет, я знала, что я уже определилась со своей профессией, потому что я ее знала изнутри. Мне было легко понимать, о чем говорят во время пар, потому что я все прекрасно понимала. Поэтому, наверное, мне было очень легко учиться. Это мой самый любимый факультет, это мое самое любимое время во главе с моим любимым деканом Владиславом Львовичем Бениным. Мне кажется, причем мы же не договаривались, да? Вот так вот, абсолютно не случайно зашел разговор. Да посмотри, какая у меня есть фотография в руках. О, смотри, это я. Да Вот так вот подожди, ну вешу, что ты значит, на торопишься? Владислава Львовича. Да, я сейчас дождусь, пока сфокусируется камера. Прокомментируй, пожалуйста, во-первых, что происходит на этом снимке, на этом фото. Ну, во-первых, это весь актив нашего факультета, председатель правкома, культорг, в общем, спортивный сектор, и мы делали номер «Фанаты Владислава Львовича Бенина». И мы стали, в общем, такой номер делать традиционным. На следующий год мы не просто его вывели и говорили: девочки, это он, наконец-то мы на него его обнимаем, у нас есть фотография с ним. А на следующий год мы ему пели песню, посвящали. То есть у тебя в дипломе, я правильно понимаю, написано выпускница социально-гуманитарного факультета отдела подхалимства? Не подхалимство, а безусловной любви своего декана. Вот так вот. Потому что он действительно один из педагогов жизни в нашего факультета. Он всегда говорил: СГФ — это семья. Это было действительно так. Мне все прожужжали уши по поводу песни «I love you, Бенин». Да, Что за это песня та такая? самая легендарная песня. Мы там вторую часть, я просто, если сейчас плюс-минус напомню, напою. Стояли вы у доски, зажала душу в тиски, и в этот миг поняла, что навсегда влюблена. Мне было трудно дышать, мне нужно было сказать, что сделали Кант и Сократ, но вместо знаний, увы, в моей голове только вы весь красивый такой, я потеряла покой. I love you, Бенин, мне хочется кричать I love you, Бенин. И вот он стоял и слушал, да? Вот был полный зал, тогда еще можно было собирать полный зал. Вот здесь он сидел, смотрел, мы здесь с девчонками стояли на этой сцене, говорили: знаете, какой он классный, какой он удивительный. И когда мы запели именно эту строчку, весь зал тогда встал и просто начал аплодировать и вместе нам подпевать. Это было круто. Я думаю, что многие сейчас господину Бенину просто Владислав Львович. обзавидовались. Просто One love. One love. У меня в сценарии значится история из студенчества. Это будет история, связанная с деканом? Ну что там, ну мне вот ты рассказала как раз-таки. Вот это она, собственно, была. Да, она и была, что это действительно... Я к нему пришла один раз, мы сделали проект «Добрые страницы» по всему городу. Мы собирали книжечки. Мы не собирали финансы, мы собирали именно книжечки. Люди могли прийти в магазин книжный и купить любую книгу любой цены, которая им нравилась, либо раскраску, и оставить там. И мы потом собирали с библиотечно-информационной деятельностью специалистами, студентами этой специальности, маленькие библиотечки для детей с ограниченными возможностями здоровья. И как раз-таки мы начали отчитываться по поводу этой акции, по поводу этого проекта. Нам дали небольшой грант в виде 25 тысяч рублей. Мы думали, мы мощные просто. И мне нужно было отчитываться в Министерстве молодежной политики. И, в общем, там случились некоторые сложности. Я пришла к нему в слезах: Владислав Львович, они меня послали. И вообще, что, почему так происходит? Он позвонил, все порешал, и после этого назвал меня царевной Несмеяной. Вот такая история. Прекрасная история, призамечательная история. Только лишь аплодисменты мне мешают перейти к следующему этапу. Спасибо, народ. Мне кажется, что люди просто думают: блин, почему мы не знали этот факультет, почему мы не поступили раньше, почему не было таких у нас деканов? Да потому Да, что, Настя? наверное, нужно было остаться в педагогическом университете, но вот, тем не менее, гимназия номер 82 обрела призамечательного Социального педагога. социального педагога. Откройте, пожалуйста, Настя, микрофончик. Можно? Спасибо. Нет, я как раз успела поступить именно в год, когда был социально-гуманитарный факультет и Институт исторического образования. Я успела в последний вагон, впрыгнула. Как у вас дела там вообще? Объединенные. Мы, правда, так и называемся, объединенные.
Ну, слушайте, вообще очень странно, знаете, когда объединяли факультеты, как мы уже разговаривали, что СГФ это такие бунтари, такие... Да, с нами было непросто. Мы однажды на дне самоуправления, у нас была ростовушка свинюшки, пятачка, и мы перекрыли проход к истфаку, прямо у нас лежал, значит, этот вот пятачок, и мы сказали, СГФ подложил свинью истфаку. Истинные СГФовцы. Это была шутка. Я радуюсь, что я не вместе с ней в один период училась, потому что мы бы на разных факультетах с ней учились иначе. Поэтому... Нет, на самом деле сейчас мы объединились, и это очень классно, потому что совместить несовместимое, так сказать. И мы сейчас, в принципе, очень классно живем, готовимся к различным мероприятиям. Хотелось бы действительно, чтобы уже как-то вошли мы в ритм живого общения, живых выступлений, потому что столько талантов, столько идей, столько планов. Все хотим, все жаждем, и мало того, все обязательно произойдет. Но, кстати, вы вполне гармонично смотритесь вдвоем на сцене. Единственное, вы видите, да, с одного магазина на всякий случай вас не совмещаем. Вот. Спасибо большое режиссерам. Так, Свет, у тебя есть какой-то вопрос для наших зрителей трансляции? Да. Если можно, я подсказочку, чтобы не ошибиться, так как это все-таки авторская идея. Давай попробуем. Итак, каждому учителю должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка ребенка. Кому из великих педагогов принадлежит эта фраза? Первый вариант — Антон Семенович Макаренко, Лев Семенович Выгодский, Константин Дмитриевич Шушинский, Василий Александрович Сухомлинский. Отгадывайте, кто так любил педагогов и так заботился о душе учащихся и ребенка. И ты забыл сказать, не гуглить. Не гуглить, понятно, сами вспоминаем педагогику. Ребята, всем тем, кто смотрит нас в прямой трансляции, ищите соответствующий пост по трансляции и правильно отвечайте на вопросы. Уже после трансляции будут подведены итоги и будут вручаться классные призы, которые приурочены к 55-летию нашего любимого вуза. Так, ну что, зря что ли ты стоишь здесь, да? Ну прям-таки написано на лбу «Хочу худи». Худи хочу худи. Вот, Свет, я предлагаю тебе вручить даже мне? В рамках преемственности поколений педагогического университета. Чтите, храните память социально-гуманитарного факультета и развивайте тот институт же, правильно, который сейчас появился, потому что это самое лучшее время вашей жизни. Торжественно клянемся! Браво! Спасибо. Все, спасибо тебе за рассказ. Я думаю, что тебе уже можно... Там еще что-то я вроде еще вручаю, нет? Все-таки решила, да? Нет, ладно. Давай сначала будем вручать, потом будем петь. Просто я соскучился по громким звукам и по красивым песням. Тебя мало, Итак, ты всегда была тесно связана с волонтерским движением. Была активистом не просто на уровне факультета, а была активна именно на площадках университета. Мы хотим тебя попросить наградить объединения, которые продолжают активную деятельность в добровольческом движении. Говорят о ЗОЖ и являются самыми крутыми вожатыми. О, это очень Поэтому круто! максимально громкие аплодисменты. На сцену Все! приглашается волонтерский центр БГПУ, штаб здоровья и штаб студенческих отрядов. Представители, welcome! Welcome. Я хочу сказать только одну фразу, которая уже была произнесена некоторое время назад. Знайте, девчонки и те, кто еще не присоединился ко всему, что они делают, волонтеры, штаб здоровья, штаб студенческих отрядов, добро уже победило, осталось только к нему присоединиться. Присоединяйтесь к тому, что делают эти ребята. Поздравляю. Такая символичная, 55 лет, 55 тысяч, сертификат. Очень красивый, да, очень красивой цифрой, 55 тысяч рублей на развитие, ну и на поддержку боевого духа. Спасибо, ребят, спасибо. Девчонки, занимайте место. Ты, видишь, освободился, что называется, подиум, поэтому добро пожаловать на сцену. Пока ты настраиваешься, буквально несколько секунд, давайте еще немного почитаю сообщения, которые вы отправляете в виде комментариев под трансляцией в группе ВКонтакте. Елена пишет: первый выпуск СГФ. Елена, тебе огромный привет. Альмир, СГФ крутой, просто констатация факта. Заметьте, недоказуемо, поэтому не претендуем. Альмирыч, привет, Лио Сэнкс, люблю ее. Вот примерно так.
Ну, остается только лишь догадываться, либо пойти опять в комментарии и попробовать это выяснить. Ну и опять же, Елена Бенин лучший. Ну, видимо, Елена пишет о уже упомянутом ранее. Дамы и господа, в продолжении квартирника, а квартирник это прежде всего приятное общение и музыка, очередная музыкальная вкуснятина. Светлана Моцартова. И опять попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять или даже принять заморочки. 505, 505 расставалась с тобой я 1000 раз. И опять попытаюсь на сердце я высечь имя любимое мое, твое именно, имя любимое мое и непобедимая любовь моя, твое именно, имя любимая моя. А может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь, одна только жизнь, жизнь, жизнь. Я понимаю, чем взрослеть, тем сильнее хочется сбежать от грусти, что научила крепко держать. И я мечтаю найти силы цепи разорвать, которые мешают нам немного выше летать. И как бы сложно не пришлось опять и опять, есть вещи, о которых просто нельзя забывать. И как бы нас не занесло опять и опять, теперь я этой песней буду вам напоминать. Я бы хотела напомнить о наших детях, которые нуждаются в взрослых действиях, которые нуждаются в мире над головой. Он ведь убежал, обиделся и словно сам не свой. Я бы хотела, чтобы все стали немного добрее, добром, улыбками друг другу душу грели. Я бы хотела жить наяву в то время, в котором ты проснулся и мечты не тускнеют. Да мы уже не детям, не хотим знать всех проблем. Мы дарим сказку, мечтаем, даем им пример. Мне бы хотелось напомнить, отнеситесь серьезно, в нашем мире все зависит от нас, взрослые. А может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь, одна только. И все вместе, а может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь, одна только жизнь, жизнь, жизнь. Светлана Моцартова! Ну, все классно, круто получилось. Вынесите нам, пожалуйста, в гостинчик в виде крутого мерча. Слушай, ну, завидую тебе немножечко. О, ребята. Носи с удовольствием, носи с гордостью. Спасибо тебе за рассказ.
спасибо тебе за вопрос и спасибо тебе за поздравления. Спасибо тебе большое, спасибо всем, уважаемые зрители, и здесь, кто находится. Спасибо, спасибо. Друзья, двигаемся далее. Я напоминаю, что в трансляции в группе ВКонтакте вы обязательно найдете те самые посты, которые соответствуют вопросам от наших гостей. Отвечайте правильно, выигрываете классные призы. Брендированный Башкирский педагогический университет, 55 лет. В этом году отмечаем вместе. Ну и свои комментарии не забывайте присылать. Приветы, поздравления, День студента. Кимран Аскаров, да здравствуют студенческие отряды. Долетела. Валерия Король пишет. Как круто, привет культоргам 99-2002 года. Что? 2002 года, это не так давно было на самом деле. Ладно, Лер, я понял, что от тебя прилетел этот самый привет, не зря скидывал ссылку на трансляцию. Мы двигаемся далее. Если я скажу, что гость звездный, абсолютно не ошибусь, потому что известен он далеко за пределами стен педагогического университета, Уфы, Башкирии, России в целом, потому что его карикатуры уже побывали в очень-очень крутых, знаменитых пабликах, собрали огромное количество лайков, комментариев, скандальный и неповторимый, талантливый и самобытный. Дамы и господа, Камиль Бузыкаев! Но я могу сказать, что придется мне немножечко отойти от сценария, потому что здесь везде у меня написано вы, буду тыкать тебе. Вот, так как ничего не чужие. Потерплю, ладно. Да, не чужие люди, потерпишь уж как-нибудь. Во-первых, я могу сказать, что я недавно только узнал, что, оказывается, мы с тобой выпускники этого замечательного вот вуза. Вот, скажи, пронес ли ты... А ты какой факультет закончил? Как ты думаешь, какой я факультет закончил? Ну, видно же по мне. Ну, физкультурный. Ну, физкультурный же, конечно же. Вот же, сразу все понятно. Сразу написано, что называется, на лице. Скажи, пронес ли ты в сердечке в своем любовь к любимому вузу? Хотя, ты же сейчас здесь, наверняка, да. Вот, но все это время, с момента, как ты, слава богу, выпустился, что теплится в твоей душе, что тебя греет, какие приятные воспоминания? Расскажи, поделись. Так, но перед этим, давайте так, ребят. Автор скульптур, малых архитектурных форм, росписей, барельефов и мозаики, член Творческого союза художников Республики Башкортостан и России. Более 70 работ были выставлены в персональной выставке музея Нестерова. Работает в жанре политической сатиры, сотрудничает с уфимской студией «Муха». Все верно? Ну, не то, что сотрудничаю, я ее управляю немножко. Уже? Ну, как бы я-то там первый раз появился. Они в курсе? На первом курсе еще. Да, они в курсе, да. Глыба! Рассказывай, какие теплые воспоминания хранишь в сердце своем? Ну, я закончил худграф, а худграф можно только любить и все. Там, других шансов нет? Нет, там вариантов нет, конечно. Так. Какие воспоминания? Ну смотри, давай я тебе помогу. Хочешь? Давай. Все-таки скидку на возраст сделаем. Смотри. Да. Тихо. Только тихо. Сейчас мы покажем это всем. Фотография, как вы видите, черно-белая. Я не знаю, в то время уже изобрели цветную фотографию? Наверняка да. Просто денег не всегда хватало, наверное, на цветную пленку. Да, пленку. Раньше фотографировать нужно было на пленку, ребята. Я правильно скажу, если скажу, что ты есть на этой фотографии? Да, абсолютно. Дорогие друзья, я правильно скажу, что если тот, кто первым угадает, кто из них ты подаришь что-нибудь приятненькое? Или мы да, сами без должны? проблем. Да? Отлично. Друзья, все тем, кто смотрит нас в трансляции, обратите, пожалуйста, внимание на этот снимок. Опишите, пожалуйста, человека, который на этом снимке, по вашему мнению, является Камилем. Да? Вот. Ты расскажи, при каких условиях сделана была эта фотография, если помнишь, конечно. Помню, это было посвящение в студенты, это первый курс, и это 90-й год.
Как проходило посвящение студентов в 90-м году? Расскажи, пожалуйста. Ну, там был такой небольшой концерт. Это было вот не в этом здании, а вот на худграфе. Тогда еще даже в этом, в помещении, где была самая большая аудитория ЕГФ. Так. Они тогда находились в том корпусе на 2-м этаже, вот мы на 3-м. Мы вот отмечали там вот этот посвящение студента, и Новый год тоже там было. Вас выпускали вообще периодически оттуда как-то? С худграфа-то? Ну, замороженным, да. Там. Но все-таки у тебя как-то больше все связано вот именно вот с этим корпусом. Ну, разумеется, да. Сюда мы приходили только вот на чеканку, на деревообработку, это в подвале в этом здании. Чеканка, деревообработка. Как лампово и аналогово все это звучит? А сейчас нету, да? Ребят, есть сейчас чеканка? Есть? Ладно, напишите в комментариях. Кто учится на худграфе, ребята? Кто учится, напишите, пожалуйста, в комментариях, что сейчас вообще, что вы проходите, делаете ли вы что-то руками. А ты помнишь дипломную работу свою? Я вот, насколько я знаю, Юрий Юлианович Шевчук как-то посетил университет, ему подарили его дипломную работу здесь. Ты помнишь, что ты делал? А говорили, ее украли же и продали кому-то. Все-таки, да? Да. Твою? Нет, Юрия Юлиановича. Давай соврем, что твою. Нет, невозможно соврать, потому что в последний раз я ее видел где-то год назад, она у декана стояла в кабинете. Я делал письменный прибор из камня, из яшмы, там вот, что-то такое. Это поощрялось, что-то сделать своими руками, там, отремонтировать, допустим, аудиторию или коридор там на худграфе том же, ну или на физмате. В общем, с тех пор ты понял, что лучше я буду рисовать... Ну да, тем более больше ничего и не умею. У тебя очень хорошо получается, между прочим. Спасибо большое. Меня тут вот учили, да, хорошо. Вот скажи, больше тебя все-таки здесь научили рисовать или шутить? Потому что, ну, мощный у тебя посыл в твоих творениях. Ну, вообще худграф это же такой, по крайней мере, в 90-е годы это был такой специфический факультет. Прогрессивный достаточно. Ну, приходишь и с утра до вечера ты рисуешь и думаешь, вот пора бы уже сходить на обед, смотришь на часы, а оказывается уже ужинать пора, там уже вечер. Вот это вот я помню. Я с удовольствием учился, я только те предметы не прогуливал, которые нравились мне. Там, рисунок, живопись, вот такое. Камиль, вот ты говоришь, учился с огромным удовольствием, а как тогда ты прокомментируешь тот факт, что тебя трижды пытались отчислить из университета? Не то, что трижды. Меня отчисляли 3 раза. Что же такого происходило? Что такого происходило? Ну, в первый раз меня отчислили с 1-го курса за то, что я повалил елку факультетскую. Так, а можешь чуть привстать? Да. То есть елка какого размера была? Ну, под потолок, да. А второй вопрос, ты ее специально валил или так случайно Нет, получилось? меня толкнули, это был... Меня подставили, вы ничего не докажете. Да. Так, это первый раз. Это первый раз. Членовредительство, понятно. Так, дальше. Потом второй раз на курсе 3-м, по-моему. Потому что мы там подрались в общежитии. Неправда, нет. Студенты Педагогического так университета не случилось. дерутся никогда. Да вы что? Так случилось, да. С кем дрались-то? А какие-то приезжие какие-то были, а потом под замес попали местные тоже. Но вы же победили. Ну, как сказать. Дай 5, брат! Нам тоже Да, досталось, аплодисменты, аплодисменты. А все почему? Просто приезжие, да, приехали такие. Да, плохой институт педагогический, это же еще институт, плохой институт педагогический. И тут вы что, отстаивали честь, конечно же, да, примерно так, честь да. вуза. Все, понятно. Ну и третий раз. Во-первых, я хочу, это достаточно долгая история. хочу отметить, как ты в памяти хранишь эти истории-то. Ну, потому что... Ну, если так коротко, не вот забудешь, третью, да. если коротко. А третью я уехал на заработки, это так... Короче, нужны были да. деньги, ты забросил учебу и уехал на заработки. Да, и приехал в ноябре. Заработал? Я привез справку, что у меня был перелом этого тазобедренного сустава.
Мне сказали подтвердить ее в студенческой поликлинике, я туда пришел. И ты опять пошел драться на всякий случай, может быть? Мне отказали. Ну, Но была травма-то была? Я нашел другую Травма-то была на самом деле? Травма. Нет, откуда? Я купил ее. Дайте Бог здоровья. Самое интересное было потом. Я Камиль, купил другую. сейчас, прежде чем продолжишь, я на всякий случай, прошлая трансляция набрала 5000 просмотров, есть вероятность, что это наберет гораздо больше, поэтому прежде чем рассказывать, подумай. Да не, а что там скрывать? Ну давай тогда. В общем, я купил другую, там, в общем, но она была подтвержденная уже в студенческой поликлинике, что мне делали операцию на глаза. Я пришел к декану и говорю, вот, короче, вот перелом тазобедренного мне не подтвердили, а вот зато зрение подойдет. Есть другая справка. А Талгат Хасанович у нас был деканом, он стал читать справку, он ее почитал, снял очки, посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, говорит, вот удивительная вещь. Я, говорит, вот первый раз в своей жизни встречаю, что переломы тазобедренных суставов лечили через операцию на глаза. Я говорю, ну здесь же есть зато вот печать, что вот студенческая поликлиника. Ну, в общем, он меня отчислил, он не поверил мне почему-то. Так ты закончил в итоге университет? Ну, я потом восстановился, и, кстати, я его закончил, причем очень неплохо. У меня там 4 мало, и Талгат Хасанович, декан тогдашний наш, предлагал мне даже работать мастером, но я почему-то вот это... Ну, время было такое, надо было зарабатывать, в общем, я это не смог там работать. Кстати, наша первая деканша, которая меня отчисляла 2 раза, она говорила мне, ты знаешь, говорит, вот, Камиль, я симпатик к тебе отношусь, но вот я все-таки тебя исключала из института, потому что у меня не было рычагов воздействия на тебя. А так, говорит, ты, конечно, молодец, ты и в футбол играл, и там с переломом тазобедренного сустава. Ну а как же, да. Я бы мог сказать, если бы при других обстоятельствах я брал интервью этого замечательного человека, вот посмотрите, нормальная рабочая схема, но вы, студенты, так не делайте, пожалуйста, хорошо? Нет, это, ну как в 20 лет разве ты, ну, послушаешь такого дядьку бородатого? Вот балбес был, да. Правильно? Ну, балбес, вот да, сейчас балбес. зато смотрите, какой уважаемый, понимаешь ли, человек сидит. Скажи, пожалуйста, готов ты сейчас вручать уже праздничных слонов? Что? От тебя пока ничего не требуется, я сейчас все озвучу. Да. Итак, специальные сертификаты для вдохновения. Мы приглашаем на сцену клуб веселых и находчивых, а также студенческий образовательный центр движения. Камиль, прошу. А что я делаю? Мы сейчас будем вдохновлять, что называется. Как ты считаешь, вот в твоем студенчестве 55 000 рублей вдохновило бы тебя вот на... Да, я бы купил 5 «Жигулей». Ну что, почетная миссия, вручай, пожалуйста, сертификаты студентам. Я думаю, что из рук мастеровитого художника более чем почетно. Камиль, ну а тебе, конечно же, в год юбилея, 55 лет любимому педагогическому университету, носи с удовольствием. Это прекрасно. Я не знаю, что мы должны были сделать сегодня, чтобы попасть в Тебя твою... уже рисовали. Да, меня уже рисовали. Вот. Да. Поэтому, тебе хватит. Поэтому... Ты обиделся. Я жму тебе руку. Давай, брат. Спасибо тебе большое. Пока. Прекрасный гость Камиль Бузыкаев. Аплодисменты, друзья. До свидания. Ну что ж, мы готовы двигаться далее. Человек, который уже обрел гитару. Единственное, наверное, что ему помешало взять ее с собой, это отсутствие твое, Гоша, на репетициях. Вот. Поэтому, друзья, сейчас абсолютно экспромт. Не было ни одной репетиции, но песня, что называется, через года попадает сюда, в студенческую вечеринку. Мне кажется, ей здесь самое место. Прямо сейчас давайте громкими аплодисментами встретим Георгия Никитина и проект Лукманов «Трибьют». Каморки, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль.
вокально-инструментальный под названием «Молодость». Гитара, ритм, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Hey! Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. У нее была склонность завышения, она была влюблена в ударника. Ударнику Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снился соло-гитарист. Учитель пения хоть был и женат, имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, 3 детей, а может быть, директор школы. Ведь тот любил учителя пения, на переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость. Эй! Спасибо большое. Вечная молодость, Георгий Никитин. И, кстати, тебе, как пожелание дальнейших творческих успехов, я, насколько знаю, приготовлен подарок с главным символом этого года. Поэтому владей, носи с гордостью. И новых творческих побед, свершений тебе. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное за заряд энергии. Вот, если в песне пелось про репетировал школьный ансамбль, то вот Гоша у нас очень и очень, что называется, на расхват. Друзья, ох, какие гости у нас сегодня. Частые гости, в этом прелести, в этом замечательность всего происходящего. Дамы и господа, встречайте. Заслуженный мастер спорта России, 8-кратная чемпионка Паралимпийских игр, чемпионка мира, чемпионка Европы. Встречайте, Оксана Савченко. Ну что ж, Оксана, наконец-то мы увиделись не в ночном клубе. Так случается, представляешь? Но времени чуть-чуть осталось, можно потом пойти. Да, согласен, начали мы сегодня пораньше. Как настроение? Отлично. Как дух студенчества в тебе? Теплится? Замечательно, конечно. Или горит ярким Бесконечно. пламенем, как Бесконечно. твой свитер? Свитерок, Можно? да, Свитер, да, можно да. сказать? Конечно. Просто еще не в том возрасте, чтобы носить свитер. Уже Получается, уже, что да. так. Ну, а что, собственно, да? Ты спортивных трофеев выигрывала, дом построила, собственно говоря, да. Чего еще? Дерево посадила. Карьеру строишь сейчас в политике, все верно? Потихонечку. Строится, все хорошо? Ну, ты знаешь, тяжеловато, но Ничего ничего страшного. Я забыл сказать, Оксана Савченко, любимый спортсмен Министерства спорта в Республике Башкортостан. Вот.
Какие первые ассоциации, когда вот заходишь в стены педагогического университета? Да, у меня, я просто поделюсь, да, я, ближе к окончанию учебы, я работал звукорежиссером здесь, представляешь? И для меня это вот прежде всего какая-то вот творческая какая-то составляющая, да, потому что спортсмен из меня так себешный вышел, вот. А вот для тебя Ты знаешь, педагогический у меня университет? воспоминания с этим залом, это бесконечные мероприятия, «Студ-весна», когда еще она существовала. Что ты делала на «Студ-весне», На расскажи. «Студ-весне» я сидела в зале. И Я громко... сидела и громко аплодировала. Громко хлопала, громко хлопала. Но на самом деле очень много воспоминаний, и когда заходишь сюда на какие-нибудь мероприятия, сейчас уже спустя столько лет, как я закончила вуз, уже скоро 10 лет будет, и всегда нахлынут вот эти вот воспоминания, как это было прикольно, и как это было радостно, и не всегда. Ты мне лучше объясни, когда ты успела полюбить университет, ты вообще, учиться тебе приходилось здесь? Приходилось. Просто я-то знаю, со мной учились мастеровитые спортсмены, они все время на сборах, на соревнованиях, где-то, и мы вот, редко, как-то вот, крайне редко виделись, и некоторых не знали в лицо. Ну, понятно, нет, у спортсменов очень многое свободное посещение, и когда спортсмен уже чего-то добивается, тогда он уже, конечно, перестает так вот ходить на учебу, и у него свободный график посещения обычно, то есть он сдает какие-то экзамены, все остальное, но когда я поступала, у меня не было такой возможности, я была еще не настолько популярна, и мне приходилось учиться, и я ощутила эти студенческие хлопоты, зачеты, экзамены, да. Что-то отложилось, что-то отложилось, и в голове приходилось работать. Если прямо сейчас спрошу тебя о какой-то интересной истории студенческой, есть сразу что-то? У меня интересная история, конечно же, связана с педагогическим и прекрасным видом спорта педагогического, это русская лапта. Да, вот, кстати, Да. я могу показать фотографию. Как раз тот самый момент, когда Оксана осваивала русскую лапту, она считала, что в нее играть нужно примерно вот так. Вот, посмотрите. Примерно так это и было. Она да. вот Оксана пришла на первую тренировку по русской лапте, просто ее никто не предупредил, какое снаряжение нужно и какой нужен спортивный инвентарь. Я не прошу тебя прокомментировать, шутка ушла в народ. Вот, а ты давай историю свою рассказывай. История, банальная, наверное. Проходила тренировка сборной педагогического по русской лапте на Аграрном университете. Я на ней присутствовала, Так. и Александр Юрьевич всегда знает, как я присутствовала, я всегда мешала тренировкам, еще что-нибудь, там, мячик покидать, как-то помочь. И случилось то, после чего на русскую лапту я больше никогда и не ходила. Мне мяч прилетел прямо в глаз. Прямо на тренировке. Дальше была скорая, и вот так я запомнила такой прекрасный вид спорта, как русская лапта. Прости, а на скорой она тебе понадобилась или тому, Она мне отбил мяч? понадобилась. Тот, кто отбил мяч, уже не был в поле моего зрения, потому что я фактически ничего не видела. Меня увезли, ушиб глаза был, и вот так я говорю, я запомнила этот вид спорта навсегда, и к нему больше не подхожу. Но зато ты как минимум узнала то направление, в котором не стоит двигаться. Да. Вот. И вполне себе построил Нет, спортивную карьеру. почему не стоит? Здесь очень прекрасная команда, педагогически Нет, славятся тебе свои лично, команды. нет, Но тебе мне лично. нет, русская лапта это не ко мне. Мне вот водичка, где бассейн, где тепло, где не надо. Я так понял, да. с хоккеем тоже не очень сложилось, С да? хоккеем не очень, да, сложилась. Вода там в замороженном состоянии как-то, поэтому я могу только поддержать. Оксана Савченко ныряла, но после того, как поняла, что это каток, собственно, прекратила все возможные попытки. Так, во-первых, почетные миссии свои знаешь, да? Конечно. Это не провести мастер-класс сейчас, наличие воды, к сожалению, Бассейн подтвердить не не могу, привезли, да? но как минимум вручить специальные сертификаты вуза для объединений. Мы, наверное, это сделаем прямо сейчас. Да? Конечно. Итак, дорогие друзья, Оксана Савченко, и я приглашаю на сцену Объединенный совет обучающихся и студенческий правком Акмулинского. Welcome! Аплодисменты! Где у нас студенческий правком? Первый. Смелей. Оп. Поздравляю. Ну и тот Классно. самый сертификат с символической суммой в 55 тысяч. Поздравляю. А что, Арслан у нас не хочет, да, сегодня выступать? Так как Арслана сегодня нет, я, наверное, расскажу небольшую историю. Я когда-то здесь тоже принимала участие, была председателем спортклуба «Арслан» некоторое время назад, да, и поэтому очень прекрасно, что они получают такой хороший сертификат, и я думаю, появится скоро у студентов и новая форма, и что-нибудь новенькое. Передадим обязательно. Ребята, да, все, занимайте свои места, храните как зеницу ока, что называется, тратьте с умом. Я прошу вынести подарок для Оксаны.
Ты посмотри, какая красота. Мерч 55. Конечно. Да. Лучший вуз. Ну, лучший вуз, безусловно, и одна из лучших вещичек в твоем гардеробе, навьешь, что называется. Спасибо тебе огромное за визит, спасибо за поздравления. И что, я думаю, что есть смысл поздравить с Днем студента и с юбилеем любимый вуз. Конечно, с Днем студента, любимый вуз. Я знаю, что отсюда выходят самые лучшие студенты и самые лучшие выпускники. Не будем забывать про наших самых лучших ведущих по всей республике. Это и Дима Каретко, и Лильку Рамшина. И ты, конечно же. И хочу вам пожелать, студентам, прежде всего, учитесь и наслаждайтесь. Наслаждайтесь этим моментом жизни, потому что такое будет один раз в жизни, и такого больше не повторится, как бы ни хотелось. Удачи, успехов и всего самого хорошего. Я думал, в конце скажешь, занимайтесь русской лаптой, но осторожно. Спасибо, пока. Спасибо, аплодисменты. Оксана Савченко. Вы знаете, мне посчастливилось, будучи студентом, получить путевку в Крым. Мы тогда поехали огромной шумной компанией. Очень круто было, весело. Ехали на поезде. Хотелось этому приурочить следующую композицию, которую мы исполним с проектом Лукманов Трибьют. Но дело в том, что про город Алупка не написано песен, поэтому мы споем про Евпаторию. Теплая вода напоминает мне всегда, что случилось той весной, когда встретились с тобой. Это громкая капель, напоминая тот апрель. В нем были только я и ты, и для нас цвели цветы. Это первая гроза напоминает те глаза. В них желание и страх на одинаковых ролях. Мы гуляли под луной, песни нам шептал прибой. Были только ты и я в курорте Евпатории. Я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду. Но рассеялся роман, он словно призрачный туман. Ты уехала в Латвию, я уехал в Татарстан. Но когда приходит ночь, я не в силах превозмочь тайные желания, скрыть воспоминания. Я тебя не скоро позабуду, 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 я тебя не скоро позабуду. Может через 20, может через 30, может через 40, но не скоро. Может через 20, может через 30, может через 40, но не скоро. Я тебя не скоро позабуду, 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 я тебя не скоро позабуду.
Романов трибьют на сцене Акмулинского квартирника. Слушайте, ну сложно это назвать квартирником, честно говоря. Да? Квартирники это что раньше? Да? Несколько гитар и несколько поющих ребят. Так, перехожу на микрофон ведущего, и сейчас просто засияет наша сцена, ну хотя бы потому что люди, которые выйдут на нее, уже неоднократно на ней были, заряжали ее еще в тот момент, когда сами были студентами. Дорогие друзья, с огромным удовольствием приглашаю выпускника физико-математического факультета, основателя и фронтмена кавер-группы Light Again Рустама Хакимова и выпускницу филологического факультета, обладательницу яркого и мощного вокала, джазовую певицу Евгению Радченко. Ну что ж, здрасте, здрасте, здрасте. Приветики, Привет. пистолетики. И здрасте, и мордасте. Так, смотрите-ка, как много людей в зале знает группу Light Again. Давайте похлопаем, давайте поаплодируем. Спасибо. Но, народ, ну вы же уже ходите, наверное, да, в какие-то заведения, концерты посещаете. Вам знакомы эти лица, да, люди? Лица. Говорите «да». Окей, пойдет. Я единственное, да, вот относительно кого не читал сценарий вообще, то есть о чем с вами разговаривать, я в принципе понимаю, да. Вот, Окей, для мы меня готовы. вообще темный лес. Я знаю, что вы что-то должны будете вручить, вот, и послушать классных песен. Вот, но перед этим давайте-ка, наверное, расскажем студенчество в вашем понимании, да, что это прежде всего, потому что я так понимаю, по специальности-то никто из вас не пошел. Кстати, они не пара, не вместе, если что, это просто вот они вместе сидят. Ну, не знаю, я закончила филфак, мне это очень пригождается в Инстаграме. Посты писать классные. Или исправлять тех, кто неправильно там Или ударение исправлять проставляет, тех, да? кто это делает Так и неправильно. дело, да? Это ты вот самый тот душный тип, который вот исправляет тексты, да? А никто не хлопает. Ну, конечно же. А почему ты не рассказываешь, что одна из целей твоей учебы была охмурить? А кто он тогда был? Режиссер студенческого клуба? Ну, что-то вроде того, да. Да, педагогический университет подарил мне классного мужа и классную семью. Представляете, что? Ого! Будучи студенткой и имея в репертуаре одну единственную песню, какая это песня была? Ты все А время сейчас это вообще не важно. одну и ту же песню пела. Одну и ту же Что-то песню там я типа новогодние игры, нет? Ну, как, короче, это какой-то... умудрилась охомутать просто мечту доброй половины женского контингента педагогического университета. Он был тогда, по-моему, режиссером студенческого клуба, да? Ну да. Алексей Радченко. 3 восклицательных знака. Собственно, да, основатель театра эстрадных миниатюр «Три восклицательных знака». Вот, как вы понимаете, можно учиться, да? Так Расскажи, что как это было. Учеба, это интересно, это правда, очень классно. Не знаю сейчас, как так получилось. Мне кажется, педуниверситет в моей жизни был всегда, Лёшка Радченко в моей жизни был всегда. Ну и, собственно говоря, до сих пор мы, все студенты педагогического университета, общаемся, встречаемся, круто проводим время. Педуниверситет везде и всегда. Круто. Рустик, там что у тебя, как, что, как? Вопрос какой? Ты на физмате учился, да? Да, я учился на физмате. Хорошо учился, честно скажи? Нет, я... Как Бузыкаев примерно. Отчисляли тебя, скажи? Пытались, причем пытались на 5 курсе отчислить. Что помешало? Помешал мой... Песня? Нет, помешали мои глазки, реально. Я пришел... Я только хотел сказать, помешало то, что Хакимов посмотрел Шрека и Кота в сапогах. Так, да, Сделал ну, примерно это. с такими глазами я заходил на протяжении недели к своему декану и просил его все-таки оставить. Причем домой приходил. Это не важно. Я везде его караулил. Но на 7-й раз сработал. Вот честная история. 7 раз я ходил и просил его все-таки меня не отчислять на 5 курсе. Ну, ты же там в КВН играл, да? Вот это как раз минусом сработало тогда. Да. На тот момент, да. То есть за какую команду ты играл? Вначале Юла была, вначале сборная физмата была, потом... Сергеич Юла, Сергеич не застал? Нет, в смысле застал, конечно, но я не играл в ней. Но он тоже физмат же заканчивал, да? Да, наверное. Я помню, мы здесь как-то пересеклись с ним даже.
здесь И он репетировал. такой- Он уходил со сцены, а ты заходил. Да, он что-то уходил, я заходил, и я помню, что он не понравился какому-то нашему вот участнику из нашей команды, потому что он его толкнул. И он говорил, ты вообще офигел, что ли, там? И вот Зарубился, да? За звезду. Да, никто не знал, Comedy что он будет Battle. тогда звездой. как бы, Да, и но- Comedy Club. Так, хорошо, ну понятно, что, то есть КВН это прежде всего весело, не всегда полезно, да, для учебы? Ну, всегда же, как бы, по крайней мере, в мое время преподаватели очень скептически относились к таким вот вещам, потому что мы не учились толком, да, у нас были постоянно какие-то выезды, там, туда-сюда, мы могли убежать с пар, чтобы что-то репетировать. Конечно, им это не нравилось в каком-то смысле, но были преподаватели, которые говорили, нет, есть еще и КВНщик. Кстати, мой дипломный работник сказал, то, что, когда меня уже пытались отчислять... Твой дипломный, прости, кто? Руководитель. Понял, прости, пожалуйста. Да, вот Да я, если честно, сразу понял. Да. Так. Дипломный руководитель сказал, тоже приходил, кстати, 8-й раз к моему декану, и сказал, слушайте, ну у меня закончили физмат очень много студентов, получили диплом, и из них очень многие работают не по профессии. Дайте парню шанс, он же КВНщик, творческий человек, пусть закончит. А там видно будет. А там видно. Но они же были правы, из тебя ничего не получилось. В итоге толкового. нет, да, я никто. Нет, но давай уж аплодисменты говорят о том, что нашептывают нам, что все-таки известен ты как-то талантливый. В мире математики точно, вот как минимум. Хотя, кстати, мои однокурсники, многие работают в школах и преподают. Но бухгалтерию группы ты ведешь? Да, давай так, смотри. В принципе, вот для всех, кто сейчас смотрит и думает, ну а зачем я учусь на физмате? Ребят, что-то дает физмат, он дает как минимум хороший подход к подсчету. Цифры очень важны в жизни. Это просмотры, да? Это далее, это очень важно. Статистика. Любой бизнесмен скажет, что статистика в первую очередь важна. Цифры. Я думал, что ты... Спасибо за аплодисмент. Я думал, что ты сейчас встанешь вот так вот и начнешь проповедовать. Цифры, статистика, физмат, one love. Поняли, да? Тебе идет, кстати. Да, я подумаю об этом, да. Инфо-цыганщина, что называется, мне кажется, не за горами. Да. Тем более, что нам уже сказали, что на следующий квартирник нас не позовут, будут все делать своими силами. Ребят, я хочу, чтобы вы кайфанули сегодня, да, вы сегодня в качестве гостей, поэтому прямо сейчас на сцене появится молодой талантливый человечек. А вы в качестве зрителей. Не нужно ничего оценивать, не нужно ни во что вникать. Просто давайте насладимся. Да. Классная музыка, квартирник, на сцене Дарья Хохлова, студент 3-го курса. И Фомк. Вот так вот. Как тебе? Аплодисменты и подари нам счастье, подари нам любовь. С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся, и где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. И я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятится.
нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Дарья Хохлова, аплодисменты. Спасибо. Хорошо, что сегодня не пятница. Как у тебя настроение, как у тебя дела? Ой, отлично. Я так долго ждала своего выхода. Вот это вот все увидеть прекрасное. Я довольна. Не говори про вот это, пожалуйста, вот в таком ключе. Ладно, там было прекрасно. Они хотя бы, да? Ну там было прекрасное, правда. Вы знакомы? Что начинаешь-то? Нет. Вы не знакомы. Как, Ну, вот теперь уже. ребят, как профессионал, скажите. Все прекрасно. Я хочу сказать, ты же студентка, да? Вот когда я был в твоего возраста, вот чтобы вот так выйти спокойно и спеть, я вообще не видел, что ты волнуешься. А знаешь почему? Пофиг ей. Ну как? Ну, пофиг. На расслабоне. Молодец. Короче, главное, не бойся всех вот этих вот рассказов про то, что преподаватель не любит студентов, которые участвуют в студенческих веснах. И Они их потом на свои дни рождения зовут за деньги. Как-то так. Слушай, у нас есть подарочек для тебя. Ребят, подарите? Да. Осталось только вручить в руки, да? Вынесите, пожалуйста, вынесите. Ну, кто-нибудь. Жень, Можно ну ты я? что ли? Давай. Ты что ли? О, крутяк. Даша, тебе носи с удовольствием. Спасибо спасибо за талант, спасибо за песню. Так, ну а пока поднимается наш следующий исполнитель, мы решили вас сегодня прям, ну... Мы сегодня слушать будем, мне нравится. Не, ну вы попоете чуть попозже. Я просто хочу, чтобы вы зарядились энергией молодых. Так. Вот. А перед этим давайте буквально несколько сообщений. Я бы вам, конечно, дал почитать, но они вот дублируются мне на WhatsApp, я боюсь, просто вы не можете не разобраться. Лена передает привет зрителям в зале. Зрители, привет. Павел Худграф и Истфак жили в одном общежитии. Так, есть такое сообщение. Привет отряду «Южный ветер». Они работают в Крыму и представляют честь университета на межрегиональном конкурсном проекте. Ребята, удачи вам! Удачи! Удачи! Лаура пишет, какой классный молодой ректор. Есть, получено. Лисан, Елена, Алина поздравляют вуз с днем рождения. Шлют сердечки. Угу. Так, привет от выпускника 2009 года, ЕГФ, ГБ, третья группа Ильдар. Ильдару огромный привет. 2009, это наш. С днем рождения БГПУ пишет Марина Конина. Теплый привет преподавательскому составу СГФ 99-2003 годов. Знакомые имена, фамилии, да, слышишь? Ну, отлично. Так, могу сказать, что вот парень, который сейчас находится на сцене, я уже с ним знаком, потому что мы встречались на репетициях. Кстати, один из тех, кому репетиции, в принципе, может быть, и не нужны были бы, да, но ну, вы сейчас сами, собственно, все поймете, дорогие друзья. Под ваши аплодисменты для наших гостей Дима Колыванов, студент 5-го курса ЕГФ. Наслаждайся своими победами, говори, разгоняй, что ты слабая. Не лечи меня, детка, советами. Расскажи, что ты самая. Не лечи меня, детка, советами. Расскажи, что ты самая. Расскажи, что моря не кончаются, как любовь никогда не закончится. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. У тебя 100 проблем и различных дел, у меня
ближайших 3. Ты смотрела в окно, а я просто пел. А потом ты сказала: не уходи. Ты смотрела в окно, а я просто пел. А потом ты сказала: не уходи. И уже за окном люди с метлами, светофоры, машины, скольжение. Я не видел, что было за окнами. Я смотрел на твое отражение. Я не видел, что было за окнами. Я смотрел на твое отражение. На двоих 100 морей и одно окно. Говори, ну а лучше пообещай. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Эта ночь никогда не закончится, и тебе не хватает терпения. Я дарю тебе одиночество на стекле в твоем отражении. Я дарю тебе одиночество на стекле в твоем отражении. Дима Колыванов, 5-й курс ЕГЭ. Спасибо тебе, Дим, за классную песню, которую ты выбрал. Светлана Бойко, Свет, не уходи, пожалуйста. Я хочу, чтобы поаплодировали. Прекрасная скрипка, Светлана Бойко. Руслан Янбаев, клавиши. Это было очень красиво, это было очень красиво. Спасибо. Опять, наверное, один из тех, кто не пойдет по профессии, нет? Пойдешь? Ну, давай не будем отвечать на вопрос. Я знаю, что ты действующий студент, 5-й курс, пока еще не торопись. Вот те люди, которые не очень, наверное, вдохновляют, да, идти по педагогической стезе. Ну почему? Здесь в первую очередь создают хороших людей. Как Дима спел? Вот. Ну, прекрасно спел. Слушай, но Дмитрий Геннадьевич, прошу, я, знаешь, кстати. я уже как этот преподаватель хочу сказать, ты мог еще повысить песню, и у тебя бы голос еще больше раскрылся. Ну, Рома, зверь в такой тональности поет. И, ну да, для тебя она как будто можно еще выше. И вот эти вот мании. Можно выше, но пока лучше так. Пока лучше так, да, на 5-м Вот курсе. в наше время такого не было. Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь будем студентами там выступать, да, с музыкантами на сцене. Вот так вот. Смотри, Женя уже о нашем времени. Да, Вот, да, я всё про время. то и Рустик, говорю. скажи, ну это же как минимум подарочный худи, да? Как Конечно, минимум. конечно. Прошу, Вручай. вручай. Громкие аплодисменты. Дима Колыванов, Рустам Хакимов, вручение худи. Спасибо, спасибо тебе огромное и с праздником. Жень, перед тем, как ты отправишься на сцену и исполнишь ту композицию, которую ты приготовила, можешь быстренько прокомментировать вот это? Да, вот это прокомментировать, вот это Ну, можешь? что хочешь сказать? Сейчас до сих пор так происходит. Ну, ты Во-первых, вообще- давай назовем, наверное, тех, кто на фото. Давайте. Машка Первушина, Лилька Курамшина, Димка Каретка. А это я. Как бы странно для Женя, меня это Лиля звучало. Курамшина, да? лицо БСТ, Дмитрий Каретка, наш спортивный комментатор и телеведущий, да, Димка да. Лилька. Что Да, дела? да. А что происходит? Почему вы все полосатые здесь? Я вообще не помню эту фотку. Это при входе, да, причем? Ну да, это вот здесь же Это где-то. Дамир личный архив у него. Ты, естественно, не знаешь эту фото. Он вас Компромат слушает. собирал на нас? Не знаю. Что это. Но, слушай, скажем так, более компрометирующего у меня пока больше ничего нет. Ну, смотри, прически всем поменять, и то же самое все. Вот сейчас Вообще столько да. лет прошло, Вообще ничего не да. поменялось. Дурости все столько же. Докажи это, пожалуйста, на сцене. Легко. Хорошо? Да, пока ты готовишься, Рустик, вот тебе вот, пожалуйста, вот такое. Что ты вот с этим будешь делать? Давай. Сейчас я тебе такое покажу. Такое. Ну-ка. Тадан. Ну, это, собственно, каждый день я на этом приезжал в университет. Ой. То есть мы видим вас в салоне, ну, как минимум,
Ну, это лимузин. Люксово авто... А, это лимузин? Это лимузин, да. В руках у вас фужер шампанского. Ну, можно говорить, что это То есть, фужер шампанского? это обычное будничное утро студента. Обычно, да, вне пробок мы вот приезжаем. Это на самом деле КВН, вот здесь, собственно, элита КВН того времени. Вот, и мы решили, ну не мы решили, вот человек, который в джинсовой штуке, вот он решил, что надо как-то пафосно сделать, чтобы мы приехали на лимузине, и нам это понравилось. Меня радует как минимум только, вот знаешь, какая вещь, что, оказывается, не только я выглядел в этом возрасте как чмошник. Нет, мы все, вот наше поколение все выглядели как этот. Друзья, вот если хотите выглядеть как мы, посмотрите наши фотографии и не делайте этого, да? А хотя, как они могут этого не делать? Не будьте молодыми, что ли? Нет, делайте, молодежь будьте. красиво одевается, и вот даже парень, который сейчас спел, ну блин, он как будто с клипа. Дмитрий Геннадьевич, пожалуйста. Прошу. Дамы и господа, Евгений Радченко на сцене Акмулинского квартирника. Да, я готова, только мне нужно оставить один какой-нибудь микрофон. Давай. Ночь луна и в небе облака, так светла и нереально высока. Ночь свечки и кругом голова, за собой зовет высокая трава. Это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Чик-пи-барум, это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это время прихода луны с той стороны. Дым плывет туманом по реке, и творится что-то там на чердаке. Снег пойдет под утро распевай, за собой зовет высокая трава. Это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Чики-пи-барум. Это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это время прихода луны с той стороны. Чики-пи-барум. Hey! Чики-пи-барум. 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 Милан, бой! Это что-то отстук по крыше, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны немного. Это что-то отстук по крыше, это то, что никому не слышно. Это время прихода луны. Еще раз. Это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это голос высокой травы с той стороны. Чики-пи-барум. Это что-то отступ по крыше, это то, что никому не слышно. Это время прихода луны с той стороны. Спасибо вам большое. Евгений Радченко. Мы слышали и видели, как вы подпевали нам. Это прекрасно. И вас тоже очень хорошо слышали. Да, спасибо большое. Да. Ты не откажешь нам в одной любезности? Что, уйти? Нет, конечно же. Ты так легко не отделаешь. Во-первых, уступи, пожалуйста, сцену Рустаму Хакимову. Ну, я буду танцевать, имею в виду. Да, тоже да. буду Ну, петь давай вместе сразу с тобой. туда, да. Ну, а прямо сейчас на сцену не садись, пожалуйста. Почему? Потому что святая обязанность гостей — это вручение сертификатов. В общем,
И твоя жизнь, студенческие годы неразрывно была связана с творчеством. Прошу тебя вручить специальные сертификаты представителям креативного центра и медиацентра университета Беспутим. С удовольствием. Ребята, это так круто. Я, наверное, первый раз в жизни увидел, как настолько быстро 110 тысяч, очень быстро. Так себе привычка, Женя, от тебя. Но, ребят, спасибо. Жень, спасибо тебе большое. Забирайте, идите, Вот. это ж так круто, используйте их. по Да, я назначению. надеюсь, что это ты не расценишь как какую-то Всё-таки уйти, да? несправедливость, просто как бы ты деньги, а тебе худи. Супер. Прошу. Спасибо вам В большое. год юбилея любимого педагогического университета, 55 на этом худе. Это тебе. Оставайся с нами, ладно? Хорошо? Тем более сейчас Рустик будет петь. Рустик, пока не начал, ты нас порадуешь какой-то историей? Тебе со сцены просто привычней? Есть история с вопросиком. Но истории и вопросы, они, в принципе, из разных пространств. Ну, все-таки. Давай. В 2007 году мне так посчастливилось, я побывал в Соединенных Штатах Америки. Тогда многие студенты ездили по work and travel и так далее. Вот, и я ездил, и свое 20-летие я провел, работая ночью в охране. Да, это было на улице, я охранял трансформаторную будку. Да, и когда мой друг сюда привез, у меня там друг живет, он привез меня туда и сказал: слушай, тут что-то много темнокожих. Афроамериканцев. Афроамериканцев. Я говорю, наверное, нам кажется. Он говорит, да, кажется, потому что первые этажи обычно в таких районах, они всегда в решетках. То есть эти окна. Я говорю, окей, ладно, все, легче стало. Мы заходим в кафешку, там одни афроамериканцы. Мы выходим из кафешки, и мой друг начинает смеяться. Я говорю, что такое? Он говорит, все окна в решетках. И я говорю, подожди, я сейчас здесь буду ночью сторожить в 20 лет, 27 июня, у меня день рождения, я вот сторожил, собственно, эту трансформаторную будку. Были случаи, которые, я не хочу затягивать ваше время, там очень много, я слышал и выстрелы ночью, и вот эти машины, вот это вот все проезжающее. То есть все это было. Вопрос такой для всех, кто может определить, потому что некая подсказка в этой истории есть. В каком штате я проводил свое 20-летие? 50 штатов в Америке, Вот на дальнюю камеру, на дальнюю камеру повтори вопрос. В каком штате все это происходило? Уже первый ответ поступил, и он неправильный. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, для того, чтобы правильно ответить на вопрос, в группе ВКонтакте ищите соответствующий пост и под ним пишите свой вариант. Выбор, собственно, есть. Рустем Хакимов один из, единственный, наверное, человек, который, когда который ездил в Америку. Которого попросили рассказать историю, связанную со студенчеством, он рассказал историю, которая произошла с ним в Соединенных Штатах Америки. Окей. Студенчество. Да, так, что? Я ехал, кстати, с ребятами с университета. То есть ездил со старости своей. БГПУ завоевывал штат. Вот они сейчас и правильно ответят на этот вопрос. Да. А сейчас песня. Рустам, песня. Так, песня, так скажем, не свежая. Ей много-много лет. Как и все те, кто сейчас находится на этой сцене. Да. С душком, да. Но в любом случае, я считаю, что она очень хорошая, в том смысле, что, как минимум, я надеюсь, современное поколение знает слова этой песни. Я не совсем знаю, за это поставил сюда текст. Погнали. Я вижу, ясно вижу тебя такой, в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили, шутя, в тебя. Я умоляю тебя. Вот здесь споем вместе. Все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. А впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17,
тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети, вашей маме снова 17. Вы просто поверьте, а поймете потом. И пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Соло. Давайте попробуем еще раз все вместе, кто нас смотрит. 3, 2, 1. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Спасибо. Рустам Хакимов! Класс, отлично. Все, не уходи далеко, вот вставай в центр сцены, потому что прямо сейчас из твоих талантливых рук студенты будут получать подарки. Итак, внимание, специальные подарки объединениям, которые занимаются и популяризуют науку в ВУЗе. Мы приглашаем студенческое научное общество и комитет по качеству образования. Под аплодисменты! Пожалуйста, поздравляем вас. Вам тоже, да? Если не знаешь, кому вручать, просто посмотри, кто самоотверженно тянет к тебе ручки. Я тебе больше скажу, надо было понять по взгляду девушки, когда ей что-то нужно, да? Сразу. Нет, ну да, стоит девушка с вопросительным взглядом, у нее ничего нет в руках, а у тебя что в руках? 55 тысяч рублей. И конечно. светлое будущее, в конце концов, да? Еще раз громкие аплодисменты. Но, Рустам, ну а тебе, конечно же, худи. Ты, мне кажется, один из немногих, кто вот сейчас может поступить правильно, прям надеть вот прямо сейчас. Прям взять и надеть, да, на себя, в конце концов. Под громкие аплодисменты. Честно скажу, соучастие, ну как-то причастность к этой вот именно цифре меня очень радует. И что сегодня позвали, это прекрасно. Так, ну на этом завершим, наверное. На этом я хочу, чтобы мы объединили сейчас усилия всех тех, кто делал этот квартирник, делал этот концерт. Я приглашаю на сцену всех ребят, которые выходили к микрофону, потому что, ну, следующая песня, она будет финальной, и я надеюсь, она будет настолько жизнеутверждающей, чтобы все те студенты, которые даже сейчас не находятся в зале, поверили в то, что студенчество — это действительно лучшее время, пропитались этой энергией. Ребят, идемте все сюда. Я не знаю, как у вас лично, в наше время эта песня исключительно ассоциировалась со студенчеством, по крайней мере, все то, что наверное, да? выходит за пределы аудитории. Веселье, общение, тусовки. Ну, в общем, то, без чего студенческая жизнь была бы, мне кажется, совсем не полной. Русик, а не хочешь с нами попеть? Песня-то известная, песня-то знакомая. Дорогие друзья, в завершении нашего квартирника не стареющая и не видающая песня. Поехали. О, вот же!
один. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать. Мы гуляем одни на нашем кассете. Кончилась пленка, мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Зайди в телефонную будку, скажи, что закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Без сигарет, без спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Давай, Сенушки! Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам незачем ехать, нам незачем ехать. Мы гуляем одни. На нашей кассетнике кончилась пленка. Мотай. Давайте с нами. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Сыграли клавишные Руслан Либаев, скрипка Светлана Бойко, гитара Рустем Максутов, бас-гитара Эдуард Галеев, ударные Алексей Михайлов. Я Дамир Лукманов, все это вместе Лукманов Юрий. С праздником! Любимый Петунивер! Все! Лайк! Спасибо! Пока! Ем! Спасибо! Ну классно, классно, да? А это